Вперед. Стоять. Чтобы участвовать в реальных поисках, раз в 2 года служебные собаки проходят аттестацию. Молодая бельгийская овчарка по кличке Дея из Донецка только готовится стать профессиональным четвероногим спасателем. Это ее первая аттестация. Впереди собаку ждет немало работы. Кинологические расчеты чрезвычайного ведомства в Донецке приходится применять нередко. Кинолог Александр Матвеевский на службе уже 10 лет. 2 другие его поисковые собаки часто ищут людей в развалинах зданий, в которые попадали артснаряды. Обычно поиски длятся сутки-двое. Самый такой случай был прилет в здание на шахте Абакумова, это в городе Донецке. В результате собака обнаружила выход запаха, и под завалами мы обнаружили женщину. Оперативно сработали и достали человека живым из-под завала. Вперед еще чуть-чуть. Вперед. Да, стоять. Кинолог Полина Пополитова из Донского спасательного центра МЧС России на службу пришла одновременно со своим 7-летним лабрадором по кличке Лора. Правда, образовался их кинологический расчет в Сибири, где девушка начинала карьеру в героической профессии. 7 лет назад я пришла работать в МЧС, и мне сказали: ищите собаку. И я вот ее взяла с Авито, с рук, просто обычная собачка была, не слушалась какую-то женщину, и я вот ее взяла, и мы начали с моими товарищами, они помогали мне ее обучать, и вот через год она уже прошла первую аттестацию свою. В Новосибирской области мы там начинали свою службу, в Сибирском спасательном центре, и там у нас было очень много выездов, потому что там таежная такая природа, и очень много грибников, потеряшек много было, и вот мы ездили очень часто, находили живых, находили, под обвалами снежными мертвых находили. В Ингушетии сборы кинологов проводятся впервые. В республике нет своего кинологического расчета МЧС России. Это полезный обмен опытом для приезжих и местных спасателей. На сертификационные испытания приехали сразу 20 кинологических расчетов. Приехали сюда, конечно, весь Кавказский наш регион. Приехали ребята из Донского спасательного центра, с Донецка приехали, расчет тоже приехал. Потом южная ЮРПСО, это Южный региональный поисково-спасательный отряд. 1 расчет непосредственно из сочинского отряда и 2 расчета с краснодарского отряда. Пойдешь? Командам предстоит пройти несколько этапов, моделирующих поисково-спасательные операции в условных зонах ЧС, а также испытания на ловкость и послушание четвероногих подопечных. У спасателя-кинолога Юлии Сала из Ставропольского края 4-летний бордер-колли по кличке Чарли может работать в техногенных условиях в лесу, в лавине. На их счету есть спасенные жизни. Поисково-спасательные работы были у нас под Кисловодском, когда потерялся мужчина, у него случился инсульт, он упал с лошади и больше суток его не могли найти. Собака обнаружила и транспортировали, оказали помощь, мужчина жив. Вы испытали гордость за свое животное? Конечно, безусловно. Есть у кинолога вторая собака той же породы. Она аттестована на поиск тел погибших. Таких собак мало. Аттестацию их принимают всего лишь в 2 спасательных центрах России. А с Чарли кинолог отправляется на следующий этап. Сейчас мы находимся на этапе поиск условных пострадавших в природной среде. Собаке предстоит отыскать статиста, который заблаговременно спрятался на дистанции. Там, где человек может не заметить потерявшегося, собака его почувствует. Кинологический расчет в составе Сала Юлии Александровны и собаки Чарли прибыл на этап лес. Собаку не знакомят с запахом того человека, кого она должна найти. В реальных условиях, когда кто-то заблудился, такой возможности не будет. В нашей съемочной группе судьи втайне от кинологов показали, где расположился статист. Собака же должна довериться только своему нюху. Сейчас собака голосом обозначает свою находку. Она нашла потерявшегося человека. Продлятся сборы кинологов МЧС России в Ингушетии 5 дней. Благополучно прошедшие аттестацию собаки вернутся к своей привычной работе, где есть людское горе, боль и в то же время большая надежда на спасение. Анастасия Шишина, Султан Булгучев, Магаз 24.